Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Лесные пожары мешают движению на федеральной дороге Колыма. Участок трассы временно закрыт. Продолжается очередная сессия якутского парламента. Депутаты выбрали нового спикера Госсобрания. В Балёкминском районе проживает много людей разных национальностей. Расскажем о деятельности татарской общины. «46 новых природных пожаров обнаружили в Якутии за сутки», сообщает авиалесоохрана. Однако столько же ликвидировано, а всего на территории региона действуют 314 возгораний. Борьбу с огнем ведут более 2200 человек и 150 единиц техники. В Горном и Мегино-Кангаласском районах работают специалисты регионального управления МЧС России. На территории Мирнинского и Кобяйского районов отработала авиация ведомства. На кромке природных пожаров произведено 39 сбросов и слито 287 тонн воды. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в 13 районах. На особом контроле 4 природных пожара у сел Ударник, Волба, Эльдикан и Телеги. Пожар вдоль трассы Колыма мешает движению автомобилей, поэтому временно закрыт участок дороги с 326 по 365 километры по направлению Якутск-Магадан. Причинами закрытия стали пожар в придорожной лесной полосе, задымление и ограниченная видимость, сообщает Упрдор-Вилюй. В настоящее время на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД. А смог в столицу республики принесло ветром от действующего в 30 километрах от пригородного Магана лесного пожара. Сегодня утром в Якутске также наблюдался смог. Его принесло с очага, действующего близ свалки. По данным синоптиков, в городе сохраняется сухая жаркая погода. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33. В Ленске также действует особый противопожарный период. Несколько дней держался чрезвычайный класс опасности, 4. Сегодня после выпавших осадков он снижен до 1. В настоящее время на территории Ленского района действует 3 пожара. 1 пожар в Намском урочище, 2 недалеко от города. 2 пожара у нас действуют в районе, вблизи населенного пункта Северная Нюя, то есть с правой и с левой стороны. 1 пожар действует где-то на левом берегу реки Мурбай, и 2 пожар действует на левом берегу река Нюя. Все они тушатся, то есть на всех этих пожарах работают люди, производят тушение. Также задействовано и местное население в том числе. Также сегодня локализован пожар в районе населенного пункта Турукта. К тушению пожаров привлечено 40 человек, из них 12 местного населения. В связи с объявленным противопожарным режимом линчанам запрещен выезд на природу. Сегодня, чтобы вызвать искусственные осадки, на территории республики будет работать воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер». Обработке подвергнут средние и мощные кучевые облака. Засев активного вещества будет выполняться по ресурсной облачности. В планах и работы по искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров в Вилюйской группе улусов, где на сегодняшний день большое количество возгораний. Об этом сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии региона Владимир Иванов. Электроснабжение восстановили в 7 населенных пунктах Нюрбинского района. По сообщению пресс-службы Якутскэнерго, восстановлены по временной схеме сгоревшие и поврежденные огнем опоры Нюрба-Хампах. Линия введена в работу, ограничений нет. Отмечается, что постоянные опоры будут установлены, когда улучшится пожароопасная обстановка и станет возможным проезд спецтехники на поврежденный участок ЛЭП. А в поселке Нижний Бестях накануне загорелся гараж компании «Саха Спецтранс». Наблюдалось сильное задымление и открытый огонь по всей поверхности гаража. Его площадь 900 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. Тушили огонь 2 пожарные автоцистерны. Благо, что удалось спасти 7 единиц автотехники и около 5 тонн топлива. Удалось и не допустить распространения огня на нефтебазу. К другим темам продолжается 29-я очередная сессия Госсобрания Илтумен, последняя перед летними каникулами. В проекте 37 вопросов, в том числе избрание спикера. Виктория Федорова на прямой связи с нами. Вика, приветствую, тебе слово.
Сергей, еще раз приветствую. Действительно, в истории Госсобрания сегодня знаменательный день. В эти минуты депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Ильича Еремеева на пост председателя Госсобрания. Кандидатуру поддержали все народные депутаты и представители партии. Всего было 58 бюллетеней. За Алексея Еремеева проголосовали 57 депутатов, отметив его богатый опыт работы в политике, в руководящей должности, в частности. Александр Николаевич Жирков вручил удостоверение председателя ИЛТУМЭН Алексею Ильичу и пожелал ему плодотворной работы. Ну, а новоизбранный спикер высказал свои пожелания, также отметил задачи, приоритетные задачи и цели, которые он ставит перед собой. Давайте послушаем. Конечно же, нам нужно здорово подтянуться по подготовке проектов законов, проектов постановлений. Это касается всех комитетов, потому что комитет – это основное ядро. Второе – это, конечно же, нам нужно усилить федеральную повестку, потому что мы участвуем сейчас, согласно статистике, где-то на уровне 6% по федеральной повестке. Нам нужно это и увеличить, потому что по наиболее актуальным вопросам, которые касаются жизнедеятельности республики, Государственному собранию ИЛТУМЭН Республики Саха-Якутия, нам нужно активизироваться. И третье, это нам нужно синхронизировать работу с правительством республики, должны работать консолидированно, конструктивно. Далее 29-е очередное пленарное заседание 6-го созыва пройдет уже под председательством новоизбранного спикера. Более подробнее мы расскажем в вечерних выпусках. У меня все. Сергей. Вика, спасибо. Это была Виктория Федорова с очередной сессии парламента Якутии. Идем далее. В Якутии установлены сроки сбора ягод и плодов. Минэкологии региона напоминает, что сбор необходимо начать с момента их полного созревания. Вкусная и полезная земляника созревает в 10-х числах июля в Амгинском, Татинском, Усть-Алданском, Намском районах. На 2 дня позже разрешается собирать землянику в Чурапчинском, Сунтарском, Хангаласском, Улусах. Голубику собирают начиная с 20-х чисел июля, черную смородину в северных районах. Можно начать собирать с 5 августа. В Вилюйской группе Улусов поспеет к середине месяца. Бруснику можно собрать после 20 августа. Малина готова к сбору в Вилюйской группе районов с 18 по 20 июля. Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском и Нерюнгринском районах можно собирать в середине августа. В технологическом колледже сервиса начались курсы для безработных граждан. Курсанты осваивают профессии повара, кондитера, хлебопекаря, ресторанного сервиса. Также желающих обучают парикмахерскому искусству. В одну группу записаны 12 человек, а сама учебная программа рассчитана на 144 часа и состоит из 2 частей – теории и практики. Во время учебы курсантам выплачивается стипендия, оплачивается билет на проезд. После прохождения курсов они сдают демонстрационные экзамены и получают свидетельство. Мы реализуем программы по компетенциям WorldSkills, отвечающим мировым стандартам. Это 134 разные образовательные программы, могут быть как повышение квалификации, так и переподготовка или профессиональное обучение с нуля. Есть разные совершенно программы, начиная от электросварщика, заканчивая младшей медсестрой, кондитерами, парикмахерами. Заявление можно подать на сайте «Работа в России». Там есть специальный баннер «Подать заявку на программу содействия занятости». На сегодняшний день у нас поступило более 500 заявок. Квота на наш центр составляет 364. По итогам программы мы должны достичь 75% трудоустройства тех граждан, которые проходят обучение по этой программе. Женскому движению в Нюрбинском районе более 70 лет. Основная идея остается актуальной всегда. Это укрепление семейных отношений, повышение значимости материнства, решение проблем молодежи, актуализация домашнего и общественного труда женщин. В актовом зале администрации состоялось отчетно-выборное собрание женских общественных организаций. Одним из основных событий являлось избрание делегатов для участия в 15-м съезде женщин Якутии и во 2-м дальневосточном форуме женщин, который состоится в ноябре этого года в Якутске. Было представлено всего 16 ходатайств от муниципальных образований и женских общественных организаций. И, соответственно, сегодня мы будем рассматривать каждую кандидатуру и утвердим уже делегатов, которые будут принимать участие на съезде.
По квоте, которая, соответственно, выделена нашему району, мы должны избрать 10 делегатов. В Алекминском районе проживает много людей разных национальностей, при этом испокон веков между ними добрые отношения и полное понимание. О деятельности татарской общины в Алекминске в материале Елены Фаст. В Тюсельге ассамблеи народов, проживающих на территории республики, многолюдно. Яркие костюмы, национальные блюда, творческие работы. В Алекминском районе при ассоциации работает и татарская община, наверное, самая многолюдная и активная. Чувствуется, что татарская община, как и раньше, ансамбль «Юлдуз» занимались, ставили спектакли. Ну и теперь мы хотим возродить эту культуру и стараемся, чтобы молодежь уже к нам присоединяется. Знать свои корни, язык, традиции значит сохранить свою уникальную особенность. Именно эти задачи поставлены визитом в Алекминск главой Спасского района Республики Татарстан. У нас общие задачи, и нам есть чему учиться друг у друга, подчеркнул он. Нам бы изучить тесную связь с нашими татарами, алекминским народом, вместе сотрудничать. Как у вас образование поставлено, изучение родных языков, молодежь как это воспитываете. Вот мы совместно будем все это изучать. В Алекминске испокон веков бок о бок проживают многие национальности. Здесь нет толерантности, есть просто жизнь. Дружно, сплоченно. Да, действительно, с детства якут или русские все общались одной семьей как-то. Да, действительно, с деревни приезжали, мы ездили. И вот так всегда было так. Как говорится, в нашем парке все равны. Все, любая нация, всех гостеприимно мы принимаем. Пожалуйста, добро пожаловать. Ну, мы здесь живем как одна семья. Я не знаю, у нас нет же, вот это идет якут, ты смотри с ним, да, или это идет татарин, ты с ним это. Мы же все как одна семья. Я вообще не подразделяю там на национальности. Ну, живем и живем вместе. Что нам тут делить-то? Земля есть, вода есть, небо над нами. Что еще? Яркой точкой дня стало подписание соглашения между главами Алекминского района и Спасского района Республики Татарстан. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.